В амбулатории села Хатыстыр на прием к фельдшеру пациентов немало. Весной, как и осенью, многие жалуются на недомогание, насморк, боль в горле и повышенную температуру. Ну, в основном у нас сезонная болезнь. И, слава богу, ковида нету сейчас по деревне. Сезонная, ребятишки болеют, ну и взрослое население. На страже здоровья хатыстырцев стоят 8 медработников, а всего в коллективе 13 сотрудников. В амбулатории оказывается помощь терапевтического и педиатрического профилей. Женщин наблюдает акушерка. С 2006 года жители могут пройти в амбулатории электрокардиограмму. Портативный аппарат в сельское медицинское учреждение поступил по национальному проекту здоровья. Диагностическая служба представлена общеклинической лабораторией, в которой проводится широкий спектр анализов. Лаборатория работает каждый день с 8 часов утра. Анализы проводятся клинический минимум и общеклинические, гематологические, иммунологические, микробиологические. Ряд назначений пациентам выполняется в режиме дневного стационара. В амбулатории имеется палата на 2 койки. Комплекс лечебных мероприятий включает инъекции, инфузионную терапию, физиотерапевтические процедуры и перевязки. В месяц 4 взрослых и 4 ребенка получается. Ну, все получают у нас в основном капельницы, а дети инъекции. Помимо амбулаторного приема и проведения лечения в режиме дневного стационара, специалисты проводят патронаж и осуществляют круглосуточное оказание помощи на дому. В своих медработниках пациенты ценят внимательность, чуткость и постоянную готовность к оперативному реагированию. Отношения медперсонала очень, так сказать, они прекрасно относятся и к больным, и к пациентам. И вообще по-человечески всегда отвечает на любые вопросы. В Хатыстыре проживают порядка 1700 человек. Фельдшер и медсестры оказывают помощь как местным жителям, так и членам оленеводческо-охотопромысловых родовых общин. Хозяйства располагаются далеко в тайге, а самые отдаленные находятся на границе с Хабаровским краем. Для медработников оленеводы и охотники составляют проблемную категорию, поскольку в административном центре наслега бывают редко. Они приезжают, охотники у нас в декабре месяце, и бывает в марте месяце приезжают. И вот мы как бы их охватываем, стараемся. Ну, мы их вызываем. Вот у нас участковые медсестры очень хорошо работают. Они сразу, как вот, например, приезжают, да, охотники, их вызывают на диспансеризацию, кардиограмму делают. И анализы сдают. Постоянно проживающие в тайге охотники и оленеводы к вопросу сохранения здоровья подходят ответственно. В период пребывания в Хатыстыре они стараются пройти медосмотр и поставить все необходимые прививки. Я работаю вообще на участке далеко отсюда. Вот раз в год-два приезжаю. Вот если есть время, если бывают врачи, то стараюсь им обратиться. Заодно вот вторую половину, как ревакцинацию пришел сделать. Я в прошлом году делал, как раз вот время подошло. Сотрудники амбулатории отмечают, что доверие граждан к иммунизации год от года растет. Ее важность хатыстырцы оценивают верно и в вопросе защиты от вирусов и инфекций отдают предпочтение прививке. Так, вакцинацией против COVID-19 население Белецкого наслега было охвачено практически 100%. Люди серьезно относятся к этой болезни и желают, что вылечиться, чтобы не заболели, все это вакцинируются. Сотрудники амбулатории проводят обширную профилактическую работу, включающую как пропаганду здорового образа жизни, так и охват населения ежегодной диспансеризацией. Особенно тщательно необходимо заботиться о здоровье людям, имеющим хронические заболевания. У граждан старшего возраста часто встречается гипертония. Это тоже серьезный фактор риска. В числе болезней лидеров – сахарный диабет. Кроме того, в последние годы отмечается тенденция к росту онкологических заболеваний. Коррективы в общую структуру внесла коронавирусная инфекция. После ковида, например, да, очень много стало сейчас
больных сердечно-сосудистых, например, и с легочной, вот, проблема с бронхами после пневмонии. В целях предупреждения и выявления заболеваний на ранних стадиях медработники тесно взаимодействуют с коллегами из Нижнего Куранаха и Алдана. Выездные консультации и медицинские осмотры в Хатыстыре врачи проводят регулярно. А диспансеризация у нас проводится по плану. Сейчас к нам должна подъехать с Алдана бригада по осмотру вот именно что постковидных больных. Будет как тоже диспансеризация. Ну, отношения хорошие, приезжают. Вот недавно гинеколог был, сейчас вот мобильная бригада приехала. Ну, все нормально. Майский день стал для жителей села Хатыстыр самым настоящим днем здоровья. Они получили возможность пройти углубленное обследование и получить консультации специалистов. В Хатыстыре были развернуты сразу 2 клиники. Бригады мобильных центров Алданской ЦРБ вели выездной прием в верхней и в нижней частях села. Ну, нормально, хорошо, да, для сельской местности очень даже хорошо. Полезным Конечно. Накануне выездного приема сотрудники Хатыстырской амбулатории провели подготовительную работу среди жителей. На прием были приглашены граждане старшего и среднего возраста, страдающие хроническими заболеваниями, а также лица из групп риска. Сегодня мы пригласили людей среднего возраста, которые вот дома сидят, например, и вот приехали молодые люди, ну, кто с тайги, например, и вот мы их пригласили. Вот своевременная вот диспансеризация, вот, она вот это своевременно выявляет болезни, да, и надо вот пройти вот обязательно, думаю. Бригада фельдшеров мобильного центра здоровья вела прием в физиокабинете амбулатории. После проверки зрения и экспресс-анализа крови на сахар и холестерин пациенты приглашались на комплексное аппаратно-программное тестирование. Сейчас очень вот после постковидный синдром получается, кто переболел пневмонией, осложнения у кого на легкие, поэтому многие хотят узнать, проверить свое дыхание, поэтому здесь у нас есть спирометрия, поэтому люди приходят. Обследование в Центре здоровья включает электрокардиограмму, спирометрию и анализ ряда показателей. Спустя считанные минуты компьютер выдает результаты. Соотношение параметров организма позволяет выявить общие заболевания и их течение, а также определить предрасположенность к недугам. Узкоспециализированные врачи, когда приезжают, вот определенную болезнь можно выявить и вовремя вылечить. Так что вот я как раз к ним и пришел. Мобильный центр здоровья действует при Алданской ЦРБ с 2012 года. Укомплектованную высокоточной аппаратурой «Газель» больница получила по национальному проекту здоровья. В города и поселки района медработники выезжают регулярно. Прием прошел хорошо, продуктивно, я так думаю, потому что основная масса населения прошли. Здесь всегда приходит очень много людей. Все хотят всегда узнать свой сахар, холестерин. Очень ждут всегда офтальмолога, проверяют, подбирают очки, проверяют зрение. Фельдшер осматривает их. Если есть какие-то серьезные патологии, отправляет к доктору на прием в Алдан. В верхней части села прием вела еще одна бригада. Передвижная клиника расположилась на площадке вблизи от школы. Белоснежный КАМАЗ с красным крестом сразу привлек внимание местных жителей. Значит, мы проводим осмотры, берем анализы, берем мазки на цитологию и инфекции и делаем осмотр. Здесь медосмотр начинался с посещения лаборатории. По завершении выездного приема пробы крови на биохимический анализ были переданы специалистам поселка Нижний Куранах, а результаты хатыстырцы смогли узнать через несколько дней у фельдшера амбулатории. Желающих пройти диагностику в клинике на колесах оказалось немало. Да, они именно вот неравнодушны к своему здоровью, я хочу сказать. Они следят за своим здоровьем. И, конечно, вот при таких наших выездах они всегда активно к нам обращаются. Ну, находим мы патологию, рекомендуем им и вплотную работаем, конечно, с медицинскими работниками амбулатории и Нижнекуранахской больницы.
Наряду с общим обследованием женщины имели возможность сдать мазок на онкоцитологию. В составе бригады работала акушерка Хатыстырской амбулатории Полина Никаноровна Борисова. На новом месте она освоилась быстро. В компактном кабинете процесс работы с пациентами продуман до мелочей. К слову, в прохождении медосмотров женщины оказались более активны. Конечно, очень удобно. Мы же с работы, вот кое-как, я же пришла с работы. Поэтому целый день мы теряем, если ездить в Алдан. Медицинско-диагностический центр поступил в Алданскую ЦРБ по программе модернизации здравоохранения республики в декабре. Комплекс приспособлен под решение обширного круга задач. Все 3 кабинета в кузове КАМАЗа оснащены современной диагностической аппаратурой и оборудованием для оказания первичной и неотложной медицинской помощи. Первый раз, да, вот в такой машине, в таком вот, не знаю, как это назвать, монстр, реально, монстр. Очень хорошо все предусмотрено. Вот, вроде маленькое помещение, все есть, хватает всего. Большие расстояния и затрудненные транспортные схемы становятся серьезным препятствием к тому, чтобы посещать специалистов регулярно. Благодаря оснащению, которое поступает в Алданскую больницу по программе модернизации здравоохранения, возможности оказания помощи на месте существенно расширяются. И задача-то как раз вот этих выездных осмотров, чтобы охватить большее количество населения и те слои, которые редко обращаются. Конечно, ощущения очень хорошие. Почаще бы так приезжали. Очень рады, что такая машина появилась. Будем ждать, чтобы в год несколько раз приезжали. Выездные медосмотры в Хатыстыре прошли, как всегда, продуктивно. Охват пациентов был многочисленным. Граждане высоко оценивают удобство медицинского обслуживания, а сотрудники ЦРБ отмечают эффективность данной формы работы. То есть идет сейчас большое внимание именно на оснащение первичного звена, потому что именно через первичное звено мы можем охватить те слои населения, выявить те заболевания, которые являются социально значимыми, как сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные. В течение полугода обследования в «Чудо-КамАЗе» прошли жители нескольких отдаленных уголков. Также центр активно задействуется для проведения медосмотров в общественных местах. Кроме того, специалисты совершают выезды на предприятия с целью проведения диспансеризации работников. Функционирование мобильных центров повышает доступность качественного медицинского обслуживания для жителей всего района.